Добрый вечер, дорогие телезрители. После небольшого перерыва, который был обусловлен началом года труда и очень такими хорошими вещами, в эфире вновь программа, старая добрая программа «Один из нас», которую с огромным удовольствием веду я, журналист Дмитрий Аргунов. Это своего рода отдушина для меня поговорить о тех вещах, которых я как бы считаю себя причастным, которых я считаю, что немножко разбираюсь. И одно из направлений, по которому я работаю вот уже много лет, это на самом деле отношение якутян к Якутску, к своему городу, родному городу. Дело не во мне, как я отношусь и так далее, дело в отношении многих тысяч людей, которые живут в этом городе. Они и составляют город на самом деле, потому что это город без людей, это всего лишь череда, скажем так, серых коробок, которые построили люди. И с огромным удовольствием я представляю сегодняшнего собеседника. Я считаю его одним из хранителей истории города. Да? В свое время была рубрика «Горожане». И, знаете, вот с людьми, которые чтят и радеют за историю своего родного города, мне очень всегда приятно разговаривать. Андрей Анатольевич Высоких, руководитель якутского отделения ВОАПИК, предприниматель. Предприниматель — это вторично. А сегодня мы будем говорить как со строителем, как с руководителем, еще раз говорю, столичного отделения общества. Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. Вот так вот. Дело в том, что у нас очень любят юбилеи, Андрей Анатольевич. Да? У нас в Якутии тем более очень любят юбилеи. Очень много юбилеев. Да, причем есть даже персоны, которым прилипает слово «юбилей». Да? То есть люди, руководители настолько любят проводить юбилеи, что к ним вот такая приставка сохраняется за ними. У нас в прошлом году ударно отметили юбилей столетия якутской автономии, но это надо, потому что 100 лет — это такая веха, которая многое заслуживает и многое показывает, такой некий индикатор. Угу. Но у нас сразу после наступила декада, то есть десятилетие подготовки к юбилею Якутска. 400-летие одного из старейших городов Сибири и Дальнего Востока. Старейший на Дальнем Востоке. Да, это форпост освоения вообще всего Дальнего Востока, Аляски. Да. Это логистический центр в XVIII веке. Это начало, скажем, отправная точка многих географических экспедиций, которые... Практически всех на Дальнем Востоке. Да. И вот как мы будем встречать этот юбилей, либо стыдливо баннерами прикрыв пепелище, да, либо имея возможность с гордостью нашим гостям показать наши достопримечательные места, которых в Якутске, слава богу, сохраняется еще достаточно много. Да, на самом деле, если опять же ждать 10 лет, а последний год начать что-то делать, это смешно. На самом деле к нам каждый год приезжают десятки, сотни туристов, просто гостей города, деловых людей и так далее. И вот на самом деле я недавно нашел такой года 1,5-2 назад такой синоним, что если Киев называют матерью городов русских, то Якутск по праву может называться отцом городов дальневосточных. То есть, в принципе, это на самом деле так. И вот хабаровчане, Владивосток, они очень ревностно к этому относятся. Они почему-то думают, что они гораздо старше. Хотя тот же Ерофей Хабаров шел открывать Хабаровский край, Хабаровск, из города Якутска. Но это, говорю, мы мало знаем историю, не интересуемся историей. И, к сожалению, многие жители города не знают каких-то азов, наверное, нашей столицы, нашего действительно древнего города. Сегодня есть 2 объекта, которые, на мой взгляд, еще можно восстановить, и надо ими гордиться. Первое — это Дима, какое самое старое здание города Якутска? Бывшее помещение театра «Эстрада». То есть оперирую, скажем так, вещами, которые понятны людям за последние десятилетия. Это Троицкий собор. Да, кафедральный Троицкий собор. Угу. Это второе кирпичное здание в городе Якутске. То есть первое было воеводская канцелярия во дворе этого здания. То есть это все было территория Якутского острога. И вот кафедральный Троицкий собор. Первый православный храм
на Дальнем Востоке каменный. Кто-нибудь об этом знает? Ему практически 300 лет. 300 лет. Стоит в очень, так сказать, плачевном состоянии из-за того, что вот когда-то это действительно был то есть собор, потом был театр эстрады, потом был Чароит, и там, конечно, здание в ужасном состоянии было, когда его передали РПЦ. То есть начали его реставрировать, но сегодня, вот уже года 4-5, наверное, стало из-за того, что там нужно провести большие работы по укреплению фундамента. То есть здание живое, и оно может дальше функционировать по своему назначению прямому, но нужны вливания денег. У сегодняшнего, так сказать, нашего владельца этих денег нет. Федерал почему-то в этом не участвует. И вот мы, опять же, так сказать, проезжая мимо, так стыдливо закрывая глаза на это все. На самом деле очень красивое большое здание. Церковь вообще, то есть церковь стоит, а вот там, где была колокольня, она отдельно стоящая. И вот, кстати, в прошлом году, когда начали благоустройство этого двора, где, ну, бывший ЗАГС, опять же, можно так говорить, то вот там ребята снимали грунт, чистили под, так сказать, под малой архитектурной формой. Там, я увидел кирпичную кладку. Ну, тоже пригласил археологов. Примерно мы сопоставили в точке. Да, вот на этом месте была колокольня. То есть, если мы, опять же, будем восстанавливать храм, нужно восстанавливать и колокольню, само собой. А его нет? Его нет вообще. Угу. И второй объект, который знает во всем мире, это шахта Шульгина. Опять же, 99% людей, живущих в Якутске, не знают, что такое шахта Шульгина, где она находится и чем она уникальна. Уникальна тем, что это, на самом деле, благодаря шахте Шульгина весь мир узнал, что есть такой город Якутск. Весь мир узнал, что существует вечная мерзлота. И сегодня эта шахта, она федерального значения. И мы вообще как бы думаем о том, что, может быть, ее как-то подать на ЮНЕСКО. То есть мы можем восстановить, построить любую копию любого здания сегодня в Якутске, кроме шахты Шульгина. Когда говорю людям, что это 116 метров вниз, не понимают. Когда я говорю, подойдите к 12-этажке, посмотрите наверх и умножьте на 3. А теперь это все вниз, 130 лет назад. А как тогда были возможны технологии, что... Ну, сейчас даже вот скважина такого плана, да, а там не скважина диаметром там... Там 1,5 на 1,5. Да. Там же, в принципе, лазили наши коллеги даже, вот Руслан тот же Ачиров, Ну, мы, да, вот... Андрей... Да, с Андреем мы, это было лет 12 назад, наверное, это было первый раз, когда мы опускали людей, но там был очень, Байкальский институт тогда финансировал, МЧС, в общем, там было очень такая хорошая, будем так говорить, мероприятие, и мы тогда, там ребята почти недели 2 вскрывали лед. То есть там пробка льда была очень толстая, 2-3 метра, по-моему. Надо было лед висеть вынуть, чтобы можно было опуститься вниз. И опускались вниз они в кислородных баллонах, потому что внизу наверняка там нехороший, так сказать, газ, который никто не знал, чем это кончится. Но как-то получилось так, что у них отказали все камеры, и они ничего не сняли. Мистика, да? Мистика, да. Если, вот, когда приезжал к нам Демидов, это руководитель ВАПИК всероссийский, мы опять очистили всю шахту, то есть опять была уже пробка от этого пожарища, то есть вода лилась, и вот здесь вот опять закупорка этой шахты была. Но и мы говорили, давайте мы как-то опустим опять человека там с кислородом. МЧС отказались, службы спасения отказались. Так, вот если кто-нибудь упадет, мы, может быть, вниз полезем. А так нельзя. Нельзя и все. Но на самом деле мы не стали рисковать. И вот минус 10 метров мы сделали, так сказать, в пол. То есть, опять же, ребята, наши альпинисты, которые всегда лезли наверх, а тут они полезли вниз, они там долго смеялись. Говорят, там, интересная работа. Вот, то есть сегодня до минус 10 можно опуститься, там еще есть люк, и уже с этого люка, так сказать, мы можем посветить фонариком. Или вот тогда с Русланом Ачировым мы первый раз опустили 2 камеры по очереди с прожекторами. То есть мы сняли весь ствол. Все 100, там, ну не 116, там он уже, но 100 метров есть. И вот эта уникальная шахта, ее знают во всем мире. И люди, приезжающие в Якутск, говорят, мы хотим посмотреть шахту Шульгина. Но нам очень стыдно туда подводить. И, ну, вот, слава богу, когда было с Ираном Владимировым, мы успели хотя бы убрать эти гаражи, которые там вокруг стояли. Но вот сейчас это вот загоревшее здание мужской прогимназии стоит. И вот шахта Шульгина. Еще раз говорю, если это должен быть доминантом вообще всего, так сказать, вот этого участка, где она находится. Причем, учитывая, скажем так, ну, понятно, 116 метров, да, но учитывая площадь пятачка земли, да, ведь это же, наверное, не стоит там 700-800 миллионов только по
укреплению фундамента. Нет, ее вот как раз там не надо ничего рядом строить. И вот мы, ну, это отдельно, это, так сказать, разговор про мужскую прогимназию, которая сгорела в 2014 году. В августе, в декабре 2014 года Саха-проект сделал заключение, что здание не подлежит восстановлению. А через 2 года ее включили в реестр памятников. Сгоревшее здание. Ну, сгоревшее. Ну, это как? Это остатки костра назвать действующим костром. Нет, памятник. Памятник, Память. который не подлежит восстановлению. Ну, вот когда я говорил про стыдливо обтянутые Да. баннерами, да, я имел в виду на самом деле про гимназию. Дело в том, что была такая игра, «Дозор» называлась, да, в свое время. Там, вроде взрослые люди там бегали по разным местам и так далее. Я помню про гимназию функционирующую. То есть там были выключатели, там кто-то жил, там какие-то квартирки были. Нет, квартир не было. Там после того, как Ягуд съехал, он просто пустовал, мне кажется. Да. Но, Вот по крайней это- мере, выключатель вот это работал. Ну да. То есть ее передали Министерству культуры. Министерство культуры обозначило, что там будет музей вот Хамуса. В принципе, как бы идея вроде бы была неплохая, но всегда опасно держать какие-то музеи в деревянных зданиях, на мой взгляд. Понятно. Тем более сегодня в современных условиях эксплуатации зданий очень жесткие условия со стороны пожарных. То есть там это, ну, действительно очень сложно эксплуатировать, поэтому, ну, вот так случилось, что вот из-за какого-то нелепого случая, скорее всего, это так произошло. То есть его никто не поджигал, но, во всяком случае, информации официальной такой нет. Ну, вот оно сгорело. И вот оно стоит уже почти 14 года, 10 лет. Да. Да. Ну, у нас есть предложение. Вообще огонь это, я перебью, огонь это бич какой-то якутских памятников архитектуры. Вспомним, вот стояла на площади Дружбы башня, так называемая Дыгына, ну в народе называется башня Дыгына, надвратная башня, да? Надвратная башня Якутского Она была острова. перенесена на территорию музея Ярославского, Да. и там же благополучно сгорела. Сожгли. Ну, так решили погреться. В июне. А там оригинальные исторические Да. То древние. есть перенос был, и перенос был очень все научно сделанный. То есть у нас Аполлоников, который знаменитый наш архитектор, хранитель истории. То есть вот он и Кижи сохранил, и вот про нашу башню. То есть они сделали полностью проект, то есть документы. И по этим документам в 2002 году, когда она, ну, будем так говорить, нечаянно сгорела, в течение 2 месяцев мы ее восстановили уже на Кирова. Но это было решение и города, и республики Вячеслава Штырова и Михальчука. И вот бригада под руководством Эрнста Алексеева, Василия Николаевича Атласова. И мы-то создали этот общественный фонд восстановления этой башни. В общем-то, мы за 2 месяца ее как смогли восстановили. Но по чертежам Аполлоникова. Да, это новодел, да, это вот не натуральность, но на сегодня, вот мы 6 лет назад, наше отделение, ну вообще ВАПИХ республиканский, городской, то есть небольшая группа людей, мы все-таки решили, то есть она стояла сколько-то лет, больше 10 лет, заброшенная, там практически был общественный туалет, то есть опять же восстановили, вложили деньги, но никак не эксплуатировали. И мы вот решили, что надо там все-таки как-то навести порядок и сделали небольшой музей именно вот Якутского острога. Постепенно мы накопили там очень неплохие экспонаты, на мой взгляд, и все фотографии, картины, которые были посвященные острогу, мы нашли. И находили дальше. У нас, так сказать, коллекция пополнялась, и вот каждый день на День города, каждый год в сентябре мы всегда открываем двери. И все горожане, там первый год у нас, вот когда мы где-то в мае мы начали работу, сначала мы ее мыли, чистили, там убирали все это, там сделали полы, ну, то есть как-то сделали более-менее достойно. И в первый день Дня города у нас, по-моему, около 3000 человек было там. То есть мы просто там валились с ног от того, что вот сопровождали всех там. У нас 3 уровня. Ну, неважно. Важно то, что сегодня это тот объект, на который приятно приходить. То есть все жители День города приходят гости, приходят, просятся на экскурсию. То есть мы наполнили его экспонатами так, что это, в принципе, стал музей. Но нельзя его называть музеем. Это какая-то частная коллекция, будем так называть. И он на таких еще... Само здание на балансе чьем-то. То есть оно, когда оно стояло, было заброшено, вроде никому не надо было. Когда вот мы там и попросили, свет провели, очистили, сделали все. И сегодня вот в прошлом году мы повесили, осветили и подрузили на то место, где была икона,
правильно сказать, точной копии иконы, которая была. То есть она описана, эта икона. В документах мы нашли, сделали копию, и вот батюшка светила, мы ее вот перед Днем города повесили на то место, где она была. То есть это вот часовня на весу, то есть люди, ехавшие дальние, так сказать, ну, Санкт-Петербурга, Иркутска, неважно откуда, они приезжали к городу Якутску. Первая вот икона, которая на них смотрела, которой они крестились, это была как раз вот та икона, лик нерукотворный, который мы, в общем-то, водрузили. И каждый год, 2 года назад мы нашли в Санкт-Петербурге документы, интересные очень, когда было 100-летие, то есть 100 лет назад наш губернатор Крафт попросил тогдашнего премьер-министра России Столыпина, написал ему письмо, что вот у нас есть уникальный объект, надвратная башня Якутского острога. Это практически последнее деревянное фортификационное сооружение русское на территории России. И Столыпин, подав документы в Государственную Думу, в течение года была создана комиссия. В общем, в течение года все это рассматривали. И в конце концов Госдума выделила на реставрацию башни в 1910 году там 1800 рублей. По тем временам большие деньги. Но самое интересное, после Думы царь Николай II написал: «И посему быть». То есть сохранение этой башни дошло до нашего... Высочайшей особы. Да, высочайшей особы. Как ни странно, да, казалось бы, где Якутск, это башня, которая... Вот. Но так случилось. Ну и вот подводя все это к тому, что сегодня, да, есть залог, который мы хотим все-таки возродить, так как он был в проекте несколько лет назад. Мы объявили конкурс, но это город делал, конечно, при нашей поддержке. И сделали неплохой проект. То есть это треугольник, улица, ну, все знают, Чернышевского, Крупская и Ярославского. Такой треугольник, который, в общем-то, должен быть старый город номер 2. Ну, то есть не тот, который сегодня в центре, да, а вот именно вот деревянные дома сохранить, как они были. Там порядка 25 домов, которые, в принципе, должны сохраниться и вот создать такую атмосферу Якутска XIX века. Вы, получаете, имеете отношение к 2 крупнейшим новоделам, да, как строитель. Это вот надвратная башня, о чем вы рассказали, и здание Президиума Академии. Это же тоже, в принципе, оно стояло немного не там, да? Нет, там, абсолютно. Там. Это строилось здание областного суда, архитектор Лишевич. У нас 4 здания, то есть библиотека Пушкина, по диагонали от нее вот здание областного суда, казначейство, которое на Петровского, сейчас вот его тоже перенесли, то есть, и здание архиерейские палаты, музей Ярославского. В 90-м году, к 90-му году вот это здание, ну тогда его мы называли ректоратом, оно было полуразрушенное, то есть восточная часть была обрушена и фасад был обрушен. И опять же из-за того, что уходят фундаменты. Ленточный фундамент, бутовая кладка. И тогда решение города было передать этот объект фирме «Фарус». Помните, была такая совместное британское предприятие, которое строило первый медцентр. Ну, то есть строили австрийцы. «Фарус» был там в виде заказчика. Не заказчика даже. Ну, в общем, мы через нас все проходили эту работу. И меня приняли на работу в этот «Фарус» для того, чтобы я конкретно занимался этим зданием. То есть Николай Николаевич Алексеев, тогда он еще был просто проектировщик, работал в команде Николая Белолюбского. И, руководил, главный архитектор был Семен Николаевич Назаров. И тогда было решено, что это здание все-таки надо разобрать, снять остатки размеров. По этим размерам мы делали проект. Мы его полностью разобрали и сделали, на 1,5 метра сдвинули по диагонали, чтобы сваи не бить в ленточный фундамент. Не более того. И полностью сделали новое здание. Это новодел. Абсолютно новодел, 90-91 год. Я занимался всем этим зданием, ездил в Иркутск, привозил кирпич из Иркутска. Хотя до этого 300 лет в Якутске кирпич изготавливали. Я помню, когда разбирали вот Воеводскую, там вот такие кирпичи были. Не-не, кирпичи, ну они чуть больше, чем обычные, да. Да, но они 40 сантиметров. Нет, они чуть меньше. Ну, мы называем это так называемый церковный кирпич, то есть он чуть больше. Так вот, вопрос, где делался кирпич, когда строили Воеводскую канцелярию, Троицкий собор? Не в Иркутске, точно. Ну, где? Здесь. Где? В Табаге, наверное. Вот самое смешное, есть карта 917 года,
там есть карта города Якутска, а есть другая карта пригорода города Якутска, где показаны все дачи. Ну, то есть вот там прямо написано, где чья дача. Так вот озеро Сайсары. Кирпичный завод, кирпичный завод, кирпичный завод. То есть вокруг вот Сайсара все это кирпичедельни. Кирпичедельни, да. То есть вот когда начали строить воеводскую канцелярию, приехали ребята, ну, специалисты из Великого Устюга, они нашли глину, научили делать кирпич, и вот, так сказать, постепенно, и вот когда говорят, что там к 50-му году прошлого столетия было 2-3 каменных здания, ерунда, их было очень много. Очень много было зданий, ну, по меньшей мере там 10-15 это точно. Ну вот, наверное, мы теперь подошли к тому объекту, который мне хочется, сердце крови обливается, глядя на него. Это реальное училище. Это улица Ярославская. И ТФ, ну да, то есть это вот, ну, по документам, так сказать, оно идет реальное училище. Оно построено, заложено в 1908 году, в 1912 оно было сдано. И опять же, вот эта продвинутость нашего губернатора Крафта, они закупили паровые котлы, поставили, сделали отопление. Все было замечательно, только они сделали отопление под полом первого этажа. Паровое. Разветвление. Но тогда не было, так сказать, такой службы мерзлотоведения, как сейчас. И, в общем-то, через 2-3 года фундамент поплыл. Оттайка. Оттайка пошла, да. И вот, к сожалению, вот из 100 лет существования этого здания 1/3 оно только работало. Все остальное время было в аварийном состоянии. Но вот последние 30 лет, ну, как минимум 30 лет точно, да. То есть, когда оно там прекратило свою работу, там пытались сделать какой-то торговый центр, начали там его штукатурить, но фундамент всегда уходит, и поэтому здание дышит. И там находиться страшно. И вот потом были пожары, к концу концов пришло к тому, что там практически кровля исчезла. Так называемая заброшка, там собирались очень молодые люди, бегали, гремели, там, бог знает чем занимались. И, слава богу, не случилось трагедии. Там. Вот. И сейчас оно практически разрушено. Ну, а памятник. И когда мы говорим, что это... Да, мы подавали документы на федеральные деньги, чтобы восстановить это здание, нам было отказано по 2 причинам. Нет вокруг пожарного проезда, это первое. Второе, рядом проходит магистраль от Котельной и Фанок в этот микрорайон, а общественное здание нельзя эксплуатировать в 2 метрах от магистрали. И сегодняшний хозяин этого здания, Министерство культуры, художественное училище. То есть это учебное заведение, которое тем более там не может находиться в таких условиях. Ну и третий вариант, то есть я называю еще 2-й и 3-й, то есть 3-й и 4-й. Почему нельзя на этом месте его восстанавливать? Фундамент уходит. Сегодня пол 1-го этажа, ну, как мы его называем, 0. Он ниже уровня улицы Ярославская, то есть вся вода все равно так или иначе уходит под фундамент этого здания, и все равно оно дальше уходит. И поскольку нет крыши, несущие стены сегодня практически потеряли свою способность несущей конструкции. И если, когда оно работало, было 1-й, 2-й и 3-й были перекрытия из дерева, деревянные полы, деревянные балки, то сегодня это надо делать бетонные. Вот эта кирпичная кладка, естественно, это не выдержит. Я могу говорить, как каменщик 5-го разряда, кирпичей перекидал всю жизнь очень много и видел. Поэтому вот, к сожалению, такая ситуация, что даже если мы его восстановим, вложим бешеные деньги, народные, когда говорят государственные, федеральные, я не понимаю, это мои деньги, деньги налогоплательщиков, то эксплуатировать его нельзя будет все равно. А если мы сделаем новодел, что такое новодел? Это моя личная инициатива, я ее предлагаю всем на всех уровнях, но, естественно, надо делать все по закону. То есть мы создаем комиссию и снимаем, специальные эксперты приезжают, которые есть на это право, и снимают ее с реестра памятников. В этом случае мы его можем разобрать. Там есть 2 пожарные лестницы в глубине, кованые. Да, ну, мы называем это кованые. Мы их вынимаем, выносим куда-то на полигон. Все здание разбираем, тоже вывозим в закрытый полигон. Здание отодвигаем на 6 метров примерно от теплотрассы, все согласно проекту. Забиваем сваи и делаем новое абсолютно здание, то есть современные стены, бетонные. Оно снаружи как было штукатурено, так мы под штукатурку тоже делаем. А вот этим кирпичом, кстати, любой кирпич всю историю, так сказать, человечества, он мог использоваться до 4 раз. Кратно. То есть мы очищаем тот кирпич, и этим кирпичом мы выкладываем внутреннюю отделку всего здания, так называемый лофт, сегодняшнее, так сказать, модное слово.
И эти лестницы возвращаем на то место, где они стояли. Они обязаны быть, ну, в пожарной ситуации. А вот этот дворик, который там есть, она буква «П» большое, его закрыть как кружало, и вот вам, пожалуйста, ну, то есть сделать атриум, вот вам, пожалуйста, концертный зал. И в этом... Торговые ряды. Не торговые ряды. Там, я думаю, что все-таки Якутск достоин того, чтобы туда перенести музей города Якутска и музей самого этого здания. Стоп. Музей города Якутска. Вот музей Ярославского, он у всех на слуху, да? Это краеведческий, применительно к краю, применительно к республике. А где находится музей истории города Якутска? Вы не найдете. Стоп. Он есть, я знаю. Целых 25 квадратных метров. Стоп. 25 квадратных метров. Территория... Выставочные павильоны, вот зал 25 квадратных метров. У меня гараж 25 квадратов. Да. Смешно? Я там не помещаюсь. Они тоже. Поэтому они постоянно что-то меняют. Это самое ближнее здание к Кружалу, деревянное здание. Вот как если в Кружало вышли, вот перед вами сразу вот музей города Якутска. Смешно? Зайдите в Хабаровск, в Владивосток, музей. Ну, я думаю, патриарх городов дальневосточных, сибирских, форпост российского, ну не колониализма, а... Кстати, о колониализме. Влияние российского, да, на территории. Да, конечно. Он, наверное, немножко лучше участия. Вот если мы там сделаем музей города Якутска, музей самого этого здания, да, у нас в архивах ЮГО, СФФУ, там десятки фотографий, если не сотни этого здания, выпусков, да, кто там учился и так далее, и так далее, и так далее. То есть это можно сделать, ну вот представьте, да, что вот эта кирпичная кладка, вот этот старый кирпич, мы сохранили какой-то дух истории. И вот эти фотографии вот этого самого здания, выпуска и так далее, и так далее. И вот то, что ты сейчас сказал про значение колонизации или ну, вот такое дурацкое слово, да. Не было российского колониализма. Знаешь, вот самое интересное, тут тоже, вот если поднимете архивы, почитаете, у нас из Якутска первая экспедиция Беринга была такая, да, согласно, то есть для экспедиции Беринга вообще был создан этот Иркутский тракт. Угу. Сюда приехал Беринг, они тут 3 года жили, на той стороне был железоделательный завод, то есть и они как бы собрали все и на 500 лошадях через перевал ушли в Охотск, собрали вот это все, что они тут приготовили, сделали корабль, и он пошел открывать свой Берингов пролив. Дальше Нижнев, братья Лаптевы, Шалауров и все остальные экспедиции уходили из Якутска. На чем? Вот не на этих кочах, на которых они дошли до Якутска, или плотах, или там еще чем-то. Они строили в Якутске суда, река, море. Где-то об этом написано. Ну, подожди. Я знаю. Да, и вот мы сейчас, я попросил Лариону, это руководство ЛОРПа, да, о том, чтобы вот их человек в архивах Иркутска или Санкт-Петербурга нашел все-таки эти документы. Если это подтвердится, мы будем 3-м городом в России кораблестроителей. То есть, если первый в Воронеже строили Петр I для того, чтобы воевать на Каспии, второй в Архангельске, чтобы воевать со Швецией, третий в Якутске для того, чтобы осваивать земли без войны. То есть мы можем называться городом кораблестроения не 42-го года в Житае, а на 200 лет раньше. Интересно? Ну, так оно и есть. Ну, так оно и есть, но у нас нет документов, и никто об этом не говорит на сегодня. Хотя, казалось бы, это вот очень важный момент. Я встречался с Александром Сергеевичем, очень увлеченный своим делом человек, и история не только речного, но, как вы говорите, еще и морского, потому что, ну, Дежнев-то до мыса Дежнева дошел не на плоскодонках явно. Ну, Согласен? А Шалауров, который здесь построил 2 корабля, набрал команду и пошел, он 2 зимовки, представляете, корабль, на которых надо еще... Мало того, что там люди плывут, им надо кушать, и т.д. и т.п. Они еще зимовали в этих кораблях. И потом вот это погибла экспедиция, мы лет 10 назад вот делали большой крест, туда отправляли такой интересный крест, но тоже батюшка, не батюшка, владыка Светилова, и вот отправили. То есть это Шалауров, который, ну, действительно, люди были отчаянные и шли в неведомо куда. Хорошо. Вы строитель, вот здание реального училища, там помещался ИТФ. В 90-м году, кстати, я там был, знаете, в компании с кем? С Борисом Николаевичем Ельцем, когда в первый приезд.
Он посетил также и это здание. Да? Я помню полы, которые плавали. Вот. Конечно. Да. Многие строители учились в ТФ, выпускники, по крайней мере, того возраста примерно, что и вы, выпускники того ИТФ. Как они относятся к идее новодела? У всех положительно. Положительно, но единственное, говорит, понимаешь, если это государство будет руководить на государственные деньги, то это будет еще, даже мы к 400-летию не успеем. Государство, да, неэффективно, собственно. Потому что, представьте, Министерство культуры, да, оно, ее обязанность строить, там, в том числе и дома культуры по всем улусам, деревням и так далее. На мой взгляд, все-таки исполнительная власть должна пойти на то, чтобы снять с реестра памятников и передать инвестору или продать там, как вот делается в Москве. У нас же недавно мы сдали школу по программе государственно-частного партнерства. Тут тоже ходили. Да. Интернат красивый, школа вместо той развалюхи, которая 73-го года. Да? Нормальная программа, которая позволяет, скажем так, на деньги инвесторов, частных инвесторов, получить какие-то социальные объекты, имея в виду школы, детские сады и так далее. Почему бы вот эту программу не применить в отношении памятников архитектуры, истории, тем более ключевых зданий нашего города? Но мы вот как раз в первую очередь мы говорили про залог, там не такие большие объекты, да, то есть это дом одного, другого, где жил Сурон Малон наш на Чернышевского, 26, по-моему, правильно, если я говорю, да. То есть там уже нашлись инвесторы и будут восстанавливать. А вот это здание, да, тут дорого, но нужно, если это делать, в принципе, я думаю, что даже не думаю, я знаю, что есть люди, которые готовы за это взяться, но при условии, что это будет, она уже свободная, а без каких-то таких, Не, обязательства должны быть. Обязательно сохранить внешний вид. Дух истории. То, что мы, например, сделали. И по максимуму использовать материалы, которые там сейчас находятся. Да? То есть то, что мы сделали, вот это здание ректората, сегодня президиум Академии, опять же, здание сегодня казначейства, да, оно было в ужасном состоянии из-за фундаментов. Вот улица Петровского, Орджоникидзе стоял, да, вы видели. Рядом сделали новый фундамент, свои забили. Вот у нас Рудольф Шельц, известный, так сказать, реставратор, который библиотеку Пушкина сделал. И вот он тогда предложил технологию, когда вот это, оно одноэтажное здание, и стены, слава богу, были живые, я их так называю. Пилили мы их, так сказать, таким алмазным шнуром, и вот он их переставлял уже на готовый фундамент, и практически оно сохранилось. Дух истории, и сегодня оно эксплуатируется, слава богу, на 100%. И опять же народ говорит, что это историческое здание, хотя оно перенесено там на 30 метров в сторону. И логика есть в том, что, еще раз, вот здание ИТФ, еще раз оперируют теми категориями, которые понятны народу. Да? Рядом шахта Шергина, рядом мужская прогимназия. То есть, в принципе, если заняться еще и прогимназией, которую, наверное, смысла нет в этом текущем виде ее там оставлять, да, то получится некий сконцентрированный, то есть вот этот вот мыс на Кулаковского и Ярославского, он частично может быть перенесен в Залог, по красивому мосту, допустим. Вот про мост тоже. Есть такой на Колымской трассе деревянный мост, который делали зэки, заключенные. И тоже он считается архитектурным, инженерным сооружением. Мост инженерный. Да. И вот Николай Николаевич Алексеев, они повесили, они тоже была экспедиция с Аполлониковым, и они повесили табличку, что это является памятником. И я предложил им, когда вот эту мы конференцию проводили, говорю, а давайте мы вот через наш лог вот туда, в ту часть старого города номер 2, который мы планируем все-таки, чтобы она была, мы как раз и делаем копию вот этого моста. То есть, вот представляете, вот здесь вот реальное училище, музей города Якутска, вот шахта Шергина, спускаемся, переходим через лог по пешеходному переходу, попадаем в старый город номер 2, где, опять же, одноэтажные дома, тротуары. То есть мы максимально говорим о том, что там не должно быть заборов. То есть вот сохранить тот дух, который был вот в конце 19 века. Я всегда в лоб говорю вещи, которые, считаю, необходимо озвучивать. Наверное, многие считают, что у Андрея Анатольевича как у предпринимателя свои какие-то интересы, поэтому он вот за это вот рьяно очень берется. Вообще, так ли? Нет. Нет, в свое время я показал, что можем восстановить старое здание, да, то есть вот Чернышевского 10, это Цирюльня, да, это дом капитана Сыроватского, 4-жды он был
член городской думы, начальник якутской тюрьмы. Это игральный дом, да? Или нет? Ну, там потом при советской власти, говорят, был игральный дом на втором этаже. Его должны были просто снести. Вот мы опять готовились там в 2012 году, по-моему, к юбилею. И там начали разбирать, там жили люди. Я говорю, что будет на этом месте? Ничего, сейчас песочком засыпем и все. Я говорю, ну давайте хоть что-то оставим от того города, который я знал. Мы ходили в эту баню там с отцом, с братьями. И вот этот дом всегда был рядом. Ну, раз тебе надо, ты и делай. Вот я год только оформлял документы, чтобы все было по закону, правильно и так далее, и так далее. Потом мы, разбирая этот дом, вот тогда был клад, нашли на чердаке, реально было там золото промышленное в коробочке из-под чая. Мы очень аккуратно разобрали все, очистили. Опять же, по требованию архитектуры перенесли его на 3 метра от дороги, чтобы, так сказать, вписываться в сегодняшнюю градостроительную политику. И из этих бревен собрали. То есть 70% бревен, наличники, это родные. Ну да, мы там добавили элементы. Он не исторический дом, он не входит в реестр. Но, тем не менее, он эксплуатируется, и люди, приходящие в цирюльню, особенно вот старое поколение, они так приходят, эти настоящие доски карбазные, эти кирпичи, из которых выложены столбы, это вот там рядом было здание телеграфа, здесь на углу Ярославского, Чернышевского. Вот я из этих кирпичей выложил эти столбы для забора. Там внутри у меня, ну, такой маленький экспонат, это вот какие-то наличники от старых домов, которые сносили. Где-то просто брал, где-то приходилось платить деньги за то, чтобы забрать дом. Завтра его сносят. Прихожу, дайте мне эти наличники. Плати. Я говорю, ну ты с папой их вырезал в прошлом веке? Плати, иначе не дам. Ну, вот, в общем, так тоже было, к сожалению. У нас, к сожалению, мы, да, много потеряли домов, на которых висела табличка «Охраняется государством». Та же соляная лавка. Тот же дом на Белинского, где ветеринарка была. Там, видимо, не написано ниже было, каким государством он охраняется, поэтому просто исчез и все. Так что вот, ну, кстати, вот Руслан Ачиров, о котором мы с тобой вспомнили, мы работали с ним, то есть опускали в шахту его, он сам опустился до минус 10, вот до той, да, отметки, и потом опускали просто камеры. А вот по реальному училищу мы с ним прошли, снимали, и вот кому интересно, это может посмотреть на его YouTube-канале, то есть там минут 30, по-моему, мы показываем реальное состояние училища, то есть реальные стены, потолки и так далее, и так далее. То есть когда я просто вынимаю кирпичи руками, то есть, То есть там раствора... Ну, там, где идет вода, то есть в чем проблема наших, вот посмотрите все дома, которые мы 50-60-х годах строили, да? До подоконника все дома разобрали и заложили кладкой первые этажи, потому что кирпич напитывался влагой, то ли от отопления, то ли от канализации. Осенью он напитывался, зимой он разрывался и практически потерял свою способность. Это практически вся центральная часть проспекта, да? Да. Вот, поэтому, еще раз говорю, зайти вовнутрь, посмотреть, и вот что сегодня Министерство культуры, что оно может? Вот оно поставило забор. То есть это вот миграционная служба рядом стоит, они там использовали его как туалет, естественно. Ну, вот такое какое-то отношение к истории, к сожалению. Ну, смотрите, вот уйдет поколение, скажем, ваше, ну, мы же не все вечно, скажем. Да, конечно. Уйдет поколение мое, которое, по крайней мере, с тямой какой-то слушается в те вещи, которые вот вы говорите, да? Придет ведь поколение нигилистов, которым ну, какие-то ценности, есть ценности куда более понятные и весомые, чем старые кирпичи реального училища. Да? Вот это же будет беда тогда. То есть нужно делать эти вещи, пока мы с тобой живем. Ну, на самом деле, Дмитрий, понимаешь, вот, а наших ровесников разве много таких, как мы с тобой? Им тоже абсолютно пофиг. А есть, ну, сегодня есть интересы у людей, да, они приходят, экскурсии школьников, даже из 100 школьников 1 или 2 заинтересуются этим, уже хорошо. А они пишут уже рефераты, они, вот даже взять ту же историю, когда мы готовили документы на город трудовой доблести, да, и который присвоили в конце, мы работали в архивах наших якутских, и нам нужно было составить список людей, награжденных во время войны, работающих в Якутске на предприятиях. И когда мы опубликовали это на ИКТ, да, вот эти вот списки реальные, и там была моя тетушка Абрашитова Александра Измайловна. Я звоню ее сыну, говорю, Толя, ты знаешь, что вот
Александр Измайлов, там, тот говорит, да, да, да. Ну, и у людей появился интерес. Они начали копаться в интернете, искать вот эту историю своих родственников и так далее. То есть, когда мы говорим о чем-то, да, чуть раскрываем двери, а дальше есть интерес зайти дальше и посмотреть. И на самом деле, ну, безразличных людей много, но есть и те, которым интересен Якутск. Я вот недавно совсем увидел карту, которую никто, по-моему, уже, ну, кто-то видел, может, Олег Георгиевич, Царство Небесное, кстати, Карамзин, мы с ним очень много работали, и по Залогу и так далее ездили. И он, когда был главным архитектором города, он, наверное, эту карту видел. Это карта 30-х годов города Якутска, типа генплана, где вот нарисованы улицы, нарисованы квартала, красные линии, парк культуры имени отдыха нарисован в таком красивом виде, как он, видимо, задумывался. Но нет даты, когда эта карта была создана. Почему довоенная? Потому что там нет ни одной улицы, ни одного героя Советского Союза. То есть мы так предположили, что это, скорее всего, довоенная. Уникальная карта. И человек, который ее показал, мне говорит, вот что у нас есть. И это надо показывать. У нас сегодня карты города Якутска, только по ним, там их 10-12, по-моему, по которых можно сделать уже целую вот эту вот экскурсию и хорошую лекцию. Развитие города Якутска до сегодняшнего дня. Поэтому есть люди, которым это интересно, и которые, так сказать, тоже могут рассказывать часами. В прошлом году я задался вопросом, почему нам нужен так мост, почему нам нужен заход каких-то крупных сетей и так далее. Потому что без всех вот этих вещей, без транспортной логистики, без аквапарка даже того же самого, да, Якутск очень рискует превратиться в некий город, которых полно на Колымской трассе, Магаданской области особенно. Ну, я думаю, Якутску это не грозит. На самом деле Якутск у нас всегда был таким универсальным, да, городом. То есть вот развитие было всегда гораздо быстрее, чем даже в той же Сибири. Когда у нас уже интернет был на раз-два, я приезжаю в Москву, они там, нам еще интернет не подвели. Говорю, что значит не подвели? Ставь в розетку самую. И все, раз-два. То есть мы этим всем пользовались. Ну, то есть у нас было развитие всегда. И я думаю, что... в 17-18 веке то же самое было. Да. Якутск был очень передовым, научным городом. Вот первая комплексная экспедиция и последовавшая, это гигантский скачок в науке, в познании всего и вся. Это и вклад от того места, по которому мы ходим. Да? Мы идем по улицам нашего города, можем пройти мимо какого-нибудь современного торгового центра и сказать, а на этом месте стояло здание такое-то, такое-то. Да. Дачу Колчака зачем на Гемеине снесли-то? Вопросов таких много. У нормальных думающих людей много. И спасибо, Андрей Анатольевич, что еще раз. Я говорю, пока я работаю как журналист, я вот по истории города Якутска, ну, хорошо, что есть такие люди, как вы, как Николай Макаров, тот же с департамента, да, как Руслан Васильевич, который возглавляет республиканскую ВАПИК. Александр Дьяконов. Саша Дьяконов, наш коллега и очень большой энтузиаст истории родного края. Да тот же Александр Сергеевич из ЛОРПа, который по судостроению. Археолог Елена Соловьева, профессор. Куча воодушевленных, увлеченных людей, которые на самом деле от чистого сердца, а не из-за каких-то бизнес-интересов и так далее, радеют за то, чтобы сохранить Якутск максимально приближенным к тем временам, когда Якутск был... Это не совсем другое было. И сейчас это столица динамически развивающаяся. Это штамп, но столица динамически развивающегося региона. Да? Но от столицы, я думаю, нужно свой шарм иметь, свою историю, свой облик, по крайней мере, чтобы не было мучительно больно за напрасно утраченное. Нашим детям и нашим внукам. С такими вот мыслями мы завершаем программу. Еще раз, кто услышит, тот услышит. Кто понял, тот поймет. Но вот эти вещи, про которые сегодня говорили мы с Андреем Анатольевичем Высоких, руководителем Якутского городского ВАПИК, они на самом деле должны коснуться многих. Чем больше людей будет интересоваться, вовлекаться в это. У нас же есть движение волонтеры из истории, волонтеры культуры. И я представляю вот тех же волонтеров, которые очищают вот эти кирпичи реального училища. Я думаю, что это будет реально. Я тоже уверен. Как бы каламбурно это ни звучало, дело за бюрократами, дело за той же прокуратурой, которая блюдет, скажем, соблюдение законов. Да? Поэтому по правилам
шаг за шагом, Да, пошагово. мышиными шагами, да, пускай. Ну, наверное, придем к тому, что там будет замечательный с атриумом, как ты говоришь, Да. музей города Якутска на этом месте. Я тоже этого хочу и надеюсь, что часть телезрителей, которые услышали нашу сегодняшнюю беседу, тоже будет хотеть этого. Увидимся.